Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. На этой неделе завершается набор заявок на очередной, уже четвертый поток акселератора B8. Как повлияла пандемия на особенности программы и возможности стартапов, а также об итогах и выводах работы за прошлый год. Сегодня гость нашей программы Вера Птицына, заместитель директора Фонда развития инноваций Республики, одной из функций которого является управление акселерационной программой для инновационных стартапов B8. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас идет набор в четвертый поток акселератора для стартапов B8, но для начала можете рассказать о предыдущем потоке, как он проходил в условиях пандемии? Да, конечно. У нас третий поток длился 3 месяца, так же, как и предыдущие потоки. Стартовал он в марте этого года и завершился в июне. Стартовал до начала пандемии и продлился офлайн одну неделю. Затем было принято решение о переходе на удаленный формат работы, и все команды также перешли работали удаленно, общались с менторами, с командой акселератора. Затем 18 июня у нас было завершающее мероприятие, это демо-день. Он прошел также в формате онлайн, на нем участвовали различные эксперты из регионов России и разных стран. Всего в третьем потоке приняло участие 12 команд, и в том числе 3 из других регионов. Они также принимали участие в формате онлайн, и для них этот формат работы был очень удобен. Ну, вот этот акселератор для стартапов B8 работает с прошлого года. Каких результатов вы добились за год работы и какими выпускниками вы особенно гордитесь? В год у нас проходит 2 потока акселерационной программы. Сейчас у нас уже прошел 3-й поток, как я уже сказала. Да, всего в портфеле фонда, можно сказать, 27 компаний. Всеми ими мы очень гордимся. Да, это все разные команды, каждая хороша по-своему. Но можно выделить несколько команд, с которыми мы наиболее плотно общаемся, да, продолжаем дружить, можно сказать, являемся фактически соседями по офису, потому что все находимся в IT-парке. Это такие команды, как Кинестетика, они производят игру для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Вот. Затем есть такие ребята Rango, они делают приложение для людей, которые увлекаются бегом. Те люди, которые ставят себе приложение на телефон, они могут подкармливать тамагочи, некого такого персонажа, и чем чаще бегаешь, тем этот зверек становится счастливее. Если перестать бегать, то он может даже погибнуть. Вот. Затем у нас есть такой проект, как книжки с дополненной реальностью. Наверное, многие наши якутяне уже знают эти книжки, они продаются практически во всех магазинах города. Они в прошлом году успели выйти на международный рынок, поработали с некоторыми компаниями, но вот тоже в условиях пандемии у них эта работа немножко притормозилась. Сейчас они возобновляют общение со своими иностранными партнерами, да, и должны продолжить свою экспансию дальнейшую. Также у нас есть такой проект, называется VetHub, это вот с города Хабаровска, которые участвовали в третьем потоке. Они продвигают сайт по проведению свадеб. То есть можно зайти на этот сайт, зарегистрироваться, если вы планируете такое мероприятие, да, подобрать различных исполнителей. Это вот, например, там, начиная от молодой и заканчивая, в принципе, рестораном и фотографом, да, и организовать свадьбу под ключ. Не искать где-то там по разным местам, закоулкам, где-то, может быть, через знакомых, да, исполнителей, а просто вот уже в одном месте они все собраны, и это очень удобно. Ну а что входит в акселерационную программу четвертого потока? В чем его отличие от предыдущих, если они есть? И как он будет проходить также в онлайн-формате или какая-то новая форма появилась? Да, в этот раз было принято решение полностью провести четвертый поток в формате онлайн. Отличия от предыдущих потоков также имеются. Да. Этот поток у нас будет разбит на 2 части. Первая часть у нас продлится 1 месяц и будет содержать в себе работу с
по программе Массачусетского технологического университета. Это уже зарекомендовавшая себя программа 24 шагов Билла Олета. Называется «Дисциплинированное предпринимательство». Мы примем 20 команд, до 20 команд, и по истечении месяца из этих 20 команд будет отобрано до 6 команд, которые затем продолжат работу уже с менторами из команды акселератора, тоже в формате онлайн. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о программе дисциплинированного предпринимательства, в чем ее особенности и уникальность. Эта программа, да, у меня тут есть даже небольшой плакатик по этой программе, вот видно или нет, состоит из нескольких частей. И команда, когда проходит по этой программе, она прорабатывает каждый шаг, вот, да, и имеет возможность на любом этапе практически, да, переосмыслив, уже поняв, какие ошибки или, может быть, недоработки имеются, да, вернуться на предыдущий шаг и проработать его заново. Программа включает в себя несколько блоков. Вот здесь у нас указано, да, это кто является основным покупателем, какой рынок, как его можно прозондировать и так далее. Вот если говорить о финансировании стартапов, то все ли стартапы, прошедшие акселерацию, получают возможность финансировать свои проекты? Нет, акселерацию, извиняюсь, финансирование получат команды, которые пройдут во второй этап акселерации, это до 6 команд. На что будут ориентироваться эксперты для принятия решения о финансировании, да, это, в принципе, работа команды, желание команды, стремление команды к результату, к достижению поставленных целей и решению задач. А также будут приниматься такие показатели, как масштабируемость проекта, в том числе сам сон. А на ваш взгляд, в чем все-таки главная ценность акселератора? Главная ценность акселератора – это дать возможность проектам проявить себя, получить новые знания, дополнить, структурировать те, которые имеются, и в конечном итоге выстрелить и выйти на мировой рынок. Вот если говорить о менторах, которые принимают участие в этой программе, кто обычно ими выступает и известно ли, кто будет менторами в этом потоке? Менторов мы стараемся подбирать под каждый проект индивидуально. Да. У нас есть, конечно, пул менторов, с которыми работаем постоянно. Это наши партнеры из других акселераторов и фондов. Почему мы привлекаем именно таких людей? Да, потому что у них имеется широкий кругозор, большой опыт продвижения проектов, и они также сами являются владельцами стартапов, и им в свое время удалось как раз продвинуть свои проекты и масштабировать их, и начать работать хорошо. Вот 4-й поток стартует уже совсем скоро. До какого числа, напомним нашим телезрителям, можно подать заявку в акселератор? Заявки можно подать до 6 сентября. Мы приглашаем все проекты по направлению IT, у которых есть минимально жизнеспособный продукт и выручка. Вера, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». На том, как будет проходить 4-й поток акселератора для стартапов B8, мы сегодня узнавали у заместителя директора Фонда развития инноваций Республики Веры Птицыной. До встречи в эфире.